Здравствуйте, друзья! Четверг, 6 февраля. Я с огромным желанием и с великолепным настроением уезжаю, друзья, на рыбалку. Рыбалка будет долгой, едем далеко. Вот это все, что влезло в мою Нивушку. 2 рюкзака, коврик, палатка для рыбалки, палатка для житья, печка, теплый пол. Будем, друзья, жить в палатке, будем ночевать в палатке, будем испытывать новую палатку, палатка Алтай-1. Так что будем рыбачить, будет интересно. Поехали, друзья, вперед. Поехали навстречу приключениям, навстречу рыбалке, навстречу счастливой жизни. Я уже давно мечтал об этой рыбалке, просто были такие моменты, что я не мог выехать. Теперь все нормально, теперь я собрался, теперь мы выезжаем. И поехали. Морозяка капитально, весь замерз уже. Потихоньку продвигаемся. Половину пути где-то пробыли. Дай бог до вечера приехать. Ну вот, друзья, солнышко еще не село, но скоро сядет уже. Вон она на закате. И мы наконец-то на речке. Что я вижу на реке? Я на реке вижу, что здесь давно никого не было. Очень давно. И очень много снега. Это вон по колено снега. И там пока сухо, но если я начну буриться, вода пойдет и это все затопит. Что я делаю? Мне надо установить палатку. А чтобы установить палатку, нужна площадка. И вот я круг за кругом вот сейчас вот объездил всю площадку на урагане. И сделал тропинки, где я буду рыбачить, ходить. Здесь у меня будет база. Здесь я поставлю палатку. Сейчас еще немного покатаюсь. Конечно, здесь я тоже буду рыбачить. Здесь нормальный плес. Бывает, клюет. Вот здесь я поставлю палатку, а так вот там нехожено, туда пойду, вниз по реке, вверх по реке. Короче, будем искать, будем пробовать. А пока еще немного потопчем. Чтобы это все морозом прихватило, чтобы не было воды, иначе если пойдет вода, будет плохо. Местами и так уже очень плохо управлять по глубокому снегу. Вон тут уже вот вода. Местами выпирает вода. Вот так вот делаем площадку. Сейчас мы это все утопчем. Если вода даже и выступит, то под плотным слоем снега это все замерзнет и будет нормальная твердая площадка.
Только очень много. И бензина ушло, конечно же, больше, чем обычно. Обычно мне заправки почти хватает. Сейчас 2 заправки ушло. Ну как-то вот так, друзья, мы делаем площадку для палатки. Вот так вот утаптываем. А дальше просто без лыж не пройдешь. Вон даже здесь. О, тут посередине, вот здесь у нас будет стоять палатка. Как-то вот так. Сейчас пока светло, еще покатаюсь, утрамбую, найду дрова, приготовлю. Если успею, то попробую даже и половить, сделаю несколько лунок. Может, что и клюнет. А пока, все, давайте, рекламная пауза. Итак, друзья, пока совсем не стемнело, открою палатку, раскрою, покажу, как это все делается. Открываю я ее впервые, получается. Ну, дома посмотрел, потренировался, конечно, думаю, что как. Вроде получилось. На льду я открываю ее впервые. Хотел конкретно в каком месте раскрыть, чтобы остановиться уже. Пробурил 3 луночки, посмотрел, поклевок нет. Так что мы сейчас ее откроем. А печку, вот она печка, и теплый пол пока ставить не будем. Пока светло, сейчас я открою, разложу здесь ее. И потом уже где конкретно будет клевать, там и поставлю. Ну, если не будет, поставлю где-нибудь здесь по центру, примерно где раньше поклевывала. Ну что, поехали. Так, она вот у нас, палатка вот в таком чехле. Так, видно? Надеюсь, видно. Ну что, поехали. Печку пока откладываю в сторону. Теплый пол тоже. Так, это у нас... это у нас окна на липучках. Так, вот, достаем вот такой защитный колпак. Это пока в сторону. Смотрите, сколько времени занимает разборка палатки. Зонтичного типа. Раз. Разложили. Заходим вовнутрь. Заходим вовнутрь. Так вот, раз. Вот. Тут вот просто поднимаем вверх. Видно? Вверх поднимаем. И раз. Думаю, руки получил. Замерзла. Вот так вот. На морозе-то стыло. Еле растянул. Вот. Теперь мы достаем. Так, здесь, наверное, будет не видно. Ладно. Так вот. Теперь откручиваем этот штырь, за который мы развернули палатку. Откручиваю этот штырь.
по резьбе, вот. И убираю пока в чехол его. Это пока нам не надо, это понадобится при сборке. И вот такой, друзья, болт. Это просто мы сюда закручиваем вместо того штырька. Но это для фиксации получается. Чтобы от ветра или как там еще ненароком она просто не сложилась. Теперь она уже никуда не денется. Как-то вот так. Палатка двухслойная. Как мы видим, несгораемый материал. Отверстие для печки, вон, для трубы двойное. Когда поставлю печку, я обязательно покажу, что и как. Тут вот для трубы полностью несгораемый материал. Печка у нас будет стоять здесь. Ну не здесь, а там, где я поставлю палатку. Внутренний слой, как мы видим, с белого материала, чтобы светлее было в палатке. Вот такие два окошечка. Раз и два. Два окошечка. Антимоскитная сетка, что говорит, что можно палатку использовать в любое время года. Тут вот липучки можно вешать. Пол в мешке здесь. Кармашки вон, что на молниях можно уложить. Вон, смотрите, еще рукавицы, чтоб сохли. Батарейки, пауэрбанки, это все можно здесь. Сюда можно фонарик цеплять. Здесь для сушки вещей можно, все удобно. Что еще тут? Вот тут вентиляционное окно. Тоже оно вот на липучках здесь, чтобы поступал свежий воздух снизу для тяги. Ну что, пойдем снаружи глянем. Почему мне понравилась эта палатка сразу, когда я только... Потому что все палатки, которые я видел у тех или иных производителей, яркие очень. То белого, то красного, то синего, голубого цвета. Это камуфляжный цвет, мне сразу понравился. Это, говорит, возможность использования ее как шалаш. Весной поставил. И, пожалуйста, вон тебе обзор. Раз, два, три. С трех сторон можно вести огонь. Растяжки. Вот такие вот растяжечки. Сегодня ветра нет. И конкретно я еще не решил, куда установлю эту палатку. А так вот все можно крепить. Вон юбка. Тоже можно. Вон еще интересная фишка. Смотрите. Здесь на каждой растяжке вон есть кармашек, куда можно помещать веревку. Растянул, когда собрал. Тут вот кармашек раз сунул и на липучку. И оно здесь уже никуда не денется. Веревка идет в комплекте. Потом, когда я раскину, уже привяжу кусками, порежу веревку. И вон, раз, два, три. Тут у нас дверь. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, мы тут читали уже. Да, 9 растяжек. Окна. Там мы открыли уже. На липучках. Можно свернуть. Вот на веревочке закрепить. А тут вон открываешь. Вон, пожалуйста, тебе окошко. Чтобы было светло. Вот здесь липучки. Как раз я вам показывал. Вот. Где он материал-то? Вон
Вот таких вот 2 окна прозрачных. И холодно будет заходить. Вот сюда раз. Вот сюда 2. Вот так вот поставил, если нужен свет. Или что-то хочешь видеть там в палатке. Это закатал, получается. Сюда поставил на липучки. Так, ну потом, когда я соберу, это все вам покажу. Такая вот юбочка открывается. Это вентиляционное окно. Снизу для тяги. Вот как аккуратно все сделано для трубы. 1, 2 слой. Она вот так вот натягивается, получается. Несгораемый материал. И ничего уже здесь не будет. Ну как-то вот так. Палатка снег и лед видит впервые. Производитель Altai Camp. Это палатка Altai 1. У них есть еще Altai 2. Чуть поболее этого. Но Altai 1 для одного человека. Тут и печка самая маленькая. Теплый пол под этот размер. Так, у этого производителя есть еще и большие палатки. То есть можно спокойно разместиться там 4-5. Здоровенные палатки. Естественно, для них нужна и большая печь. Это все можно заказать на сайте. И еще, что немаловажно, чуть не забыл сказать. Снизу я скину ссылочку на промокод. Промокод не 3, не 4, а целых 10. 10% скидки. Вот эта палатка у меня стоит 18 тысяч. Без ничего. Просто палатка. То есть 10% это 1800. Получается 16 200. Также скидка будет и на печку, и на теплый пол. Если кого-то заинтересует, ссылочка на сайт производителя будет в описании. Заходите, спрашивайте, заказывайте, указывайте промокод, и вы приобретете эту вещь на 10% дешевле. Ну как-то вот так. Пока устанавливать я ее не буду, эту палатку. До темноты я все-таки попробую поймать рыбу, ну или найти то место, где клюнет. Там поставим эту палатку. Ну если поклевок сегодня я не увижу, то выберу самое ровное, самое плотное местечко и там поставим. Так что включение будет при установке печи, пола и для комфортного проживания в этой палатке. Не выключаемся. Рекламная пауза. Ну вот, друзья, все темнеет. Поклевок я так и не дождался. Светит луна там за деревьями. И время без 4 минут 4. 4 часа. В принципе, еще немного видно. Но поклевок нет. И все, не будем терять время. Пошел я дрова готовить. Короче, определился с местом. Выбрал где-то по центру реки. Тут типа ямки. Ну, плес, можно сказать, глубокий плес. Сделал 3 луночки. Залил специально все водой. И теперь это дам, чтобы все промерзло. Чтобы потом не выступала вода в палатке. Также вот тут вот снег, в принципе, уже уплотнился. То, что я на урагане накатал. Но все равно еще дополнительно здесь похожу. Как бы, чтобы он был еще плотнее. И дам ему промерзнуть. Сейчас я заготовлю дрова. Затоплю палатку, но устанавливать пока ее не буду. Затоплю печку, потому что печка новая. И сказали, что надо какое-то время, чтобы она на улице прогорела. Вот эти, ну, обработка, вот масло, вот это все, чтобы прогорело. Дам промерзнуть хорошо вот этим лункам. И потом вот сюда
Здесь вот будет наша палаточка. Пока печку я растоплю там, где стоит палатка. Или могу даже на улице просто растопить. Скорее всего, так и сделаю. На улице растоплю, чтобы не коптило там ничего. Пусть она прогорит. Поставлю трубы. Короче, пошел я готовить дрова. Так. Заправляем пилу. Тишина полнейшая. Ветра нет. Слышно только, как деревья трещат. На улице давит мороз. Градусника с собой нет, но так, по ощущениям, где-то градусов 25-30 уже есть. Потому что вон масло М8, как пластилин уже, застыло напрочь. Оно даже как повидло получается. Когда градусов 10-15 оно спокойно течет. А тут оно аж замерзло. Вон. Как мед. Масло добавляем. Иначе без смазки цепочка быстро полетит. Кто-то добавляет отработку, но я что-то не рискую. Не такое уж дорогое масло М8. Конечно, специальные масла я не покупаю для смазки, штилевские там. М8, вот я уже этой пиле сколько лет? 10, наверное, это точно. Где-то, наверное, в 8 году я покупал. Уже больше, лет 12 получается. И не подводила. Ай, раньше времени. Сказал. Теперь лишь бы завелась. А то похвалил раньше времени. Вот так вот. Не надо только. Не надо только. Не надо только. Все замерзло. Так. Расшевелили. Ну, вторая попытка. Ну, слава богу. Так, вон, далеко ходить не буду. Вон, вижу сушина. Попробую сначала. Вон. Снегу, конечно, очень много. Опа-на. Да. Я тут не поднимусь. Вон. По пояс. Вон сколько снегу. Ладно. Надо искать, как подняться. Здесь я не поднимусь. Вон сколько снегу. Вот это да. В этом году вообще завалило снегом полностью все. Попробую здесь. Да. Вот это снег. Да что такое? Ладно, пока выключаемся. Пойдет. Некогда получше искать уже.
О, тут я провалился. Так, все, теперь это выносим на лед и распиливаем там на чурки. Ой, вон сколько по трусы, даже выше. Ужас. Вот это снег. Сей год. Фу. Ну, половину дела сделали.